Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мое видео, за то, что зашли на мой канал, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, за вашу помощь, за вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину и посмотрим, будет ли он к вам проявляться и когда это случится. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, который нравится, от которого вы ждете проявлений, и давайте все узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе венец. Вы посмотрите, какая здесь картинка. Вот она вы, вот он букет между вами, и вот он мужчина, да, с рулем в руках. Ну вот что за картинка такая чудесная. Девочки, сразу забегая наперед, ответ стопроцентное да. Мужчина будет к вам проявляться. Причем очень ярко, очень жарко, и я бы даже сказала настойчиво. Знаете, как по этому рулю в руках все возьмет в свои руки. Все возьмет в свои руки. Вы уже будете как принимающая сторона. Ну, давайте разберемся с тем, что вас привело на мою отсыпку. Да? Почему вы сейчас не с ним, а смотрите мое видео. Что вас беспокоит? Смотрите, прям в корне рисунка у нас стоит как столб, как заноза, как такой, знаете, затор на дороге друг к другу. Хотя и вы к нему тянетесь, и он к вам тянется. Видите, притяжение есть, вы в сторону друг друга смотрите. Вот помеха есть. Я хочу сразу на оракулах посмотреть, что это за помеха. Что вам так сильно мешает. Либо что конкретно ему мешает к вам именно сейчас прийти. Да, и все то же самое, что мы видим в венце, вам предложить. Почему помеха? От чего помеха? Змея. Ой, Господи. Смотрите, какие карты вышли. Но тут явно есть третье лишнее лицо. Да, видимо, это помеха, это и есть третий человек, который все силы бросил на то, чтобы вас друг от друга закрыть. Да, чтобы вы друг к другу не могли найти ключ, подход, чтобы у вас ничего не получилось, чтобы вы даже и не думали, чтобы быть вместе, да, чтобы вот прям, как говорится, на взлете обрубить крылья. Какая-то информация идет дурная. Дурная информация о вас. О вас говорят плохо. Ну, возможно, смотрите, говорят, что вы не мужчину ищете, а спонсора. Может быть, говорят, что у вас там этих мужиков там 100 тысяч любовников, да, причем вот повсеместно, да, в любом дворе, в любой организации, да, одни любовники у вас. Также могут говорить о том, что у вас есть какие-то проблемы со здоровьем. Также могут говорить о том, что вы кого-то любите, да, всем сердцем и душой, и, ну, этот мужчина, да, соответственно, куда он пойдет, если знает, что вы кого-то другого любите. Плюс с его стороны могут быть такие ситуации, когда женщина, например, лжет, что она беременна. Типа, я беременна, да? Ты не можешь меня бросить, потому что я беременна. Может быть, она с него что-то требует. Ну, понятно, что вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но он к вам не проявляется по вине какой-то змеи. Обычно змеями показывают именно женщин. Так, но здесь мужчина серьезно на самом деле настроен. Ему нужна семья в первую очередь. Смотрите, в первую очередь ему нужна семья, во вторую очередь ему нужны страсти. Время он чувствует, что надо, хочу, да, вот по звезде загадывает на это. Хочется новой жизни. Хочется не закрываться, не бояться, не подозревать, а именно любить. Любить и быть любимым. Вот чего ему хочется. Хорошо, что хочется вам. Зачем вы на него внимание обратили, что вас привлекло и вообще чего вы ищете в жизни. Ну, вы ищете
Девочки, да, вы ищете стабильных, серьезных отношений, официально оформленных, для создания семьи, для законного брака. Вот чего вы хотите, девчоночки. Хотите вы новой высоты в своей жизни. Новой. Хотите друга надежного, хотите товарища, и страстей хотите. Почему нет? Да, вы ж люди. Судьбу свою хотите встретить. Либо жизнь свою поменять, да, холостяцкую жизнь отбросить и стать семейной дамой. Так, ну что? Ну вот она, видите, змея здесь прорисовалась. Змея, она на него ползет, в его сторону, его кусает. Не вас, вам она ничего сделать не может, а кусает его. И еще, девочки, как вариант, здесь по глазу, возможно, в вашем окружении есть недобрая женщина, которая о вас распространяет очень ужасную, неправдивую и мерзкую информацию. Какая-то подруга, какая-то знакомая, какая-то коллега, соседка, ну прям гадость про вас говорит. Вот отгоняя от вас всех возможных там кандидатов, женихов, в принципе, мужчин. Да, вот она им там наговорит гадости, они даже обходят вас, да, не подходят, а обходят вас другой дорогой. Обратите внимание, есть такой персонаж, и его не так-то сложно найти. Просто нужно немножечко послушать, что люди говорят, и откуда этот голос идет. И вы найдете. Здесь нужно меры какие-то предпринимать. Иначе она вам испортит репутацию. Ну, не испортит, а подпортит. Да? Давайте так. Не испортит, подпортит, но подпортит капитально. Зачем вам это нужно? Зачем? Боритесь за свое честное, доброе имя. Да, бывают такие иногда ситуации, когда нужно за свое имя бороться. За свою честь бороться. Поэтому, девчонки, надо поработать. Тем более я вижу, что вы такая, знаете, вам палец в рот не клади. Вы за правду, вы за честность, вы за справедливость. Причем, ну, заднего пасти точно не будете. Да? Вам только дай волю. Так, что вы еще должны знать? Мужчина на вас очень сильно реагирует. Очень сильно реагирует. И эти реакции его пугают. У многих из вас отыграется, что этот мужчина никогда раньше не любил. Либо никогда раньше никого так сильно не хотел. И тут вы появились. И он понимает, что, Господи, я себя не контролирую. Вот что со мной происходит? Я как в наваждении, как в тумане, как в розовых облачках летаю. Да? Что происходит? Когда вы рядом, он прям сам не свой. Теряется, забывается. Но я вижу, что он бык. Он по жизни такой смелый, активный мужик. Но когда он рядом с вами, все. Он прям такого зайчика превращается. Зайчиком становится. Ну, смотрите, это он пока вас не заполучил, да, у него такая реакция идет. Это нормально, когда мужчины влюбляются, они совершенно другими становятся. А у вас именно этот процесс влюбления, влюбляется он. Что касается вас, ну вы его сразу рассмотрели. Вот что-то родное в нем почувствовали, близкое, родное, такое, знаете, желанное, можно так сказать. Вы, девочки, непростые. Вот кто зашел на мою цыпочку, вы непростые. У вас в крови магия, я это вижу. Магия. Вы, конечно, все разные. Кто-то из вас, как и я, например, да, занимается эзотерикой. Кто-то из вас обладает какой-то незаурядной интуицией. Я бы даже сказала, супер интуицией. Кто-то из вас, возможно, очень эмпатичный человек. Но вы прям почувствовали, что этот мужик ваш. Вот феромоны, да, вам нравится запах его феромонов. Вы понимаете, что именно с ним вы свое счастье обретете. Либо от него получится очень здоровенькие, красивенькие детки. Да? Ну, вы все разные, каждый по-своему это ощущает. Но вы с первого взгляда вот четко поняли, что это ваш мужчина. Ваш. Да, вот я его хочу. Я хочу быть с ним. Вот с ним бы я бы, да, под венец пошла. Да, было такое ощущение. Но это ваш дар, ваша интуиция, ваши способности вам подсказали. Для вас как-то все намного проще выглядит. Да, он вам нравится, но вы такая умеете себя держать и контролировать. Вы очень сильно раньше любили, в прошлом любили, и эта любовь принесла вам больше горечи, чем радости. Это я вижу. И, возможно, в какой-то момент вы как немножко закрылись,
Вы сейчас себе не позволяете так прям безумно влюбиться, скорее как избегаете этого. Умеете контролировать себя и умеете контролировать свои чувства. Ну, как говорится, учителя хорошие были, да, не повезло вам, к сожалению. Но притяжение между вами, ну просто уже, знаете, как в электрические эти разряды превращается. Вы прям друг друга на расстоянии чувствуете. Да, он чувствует, когда вы приближаетесь, вы чувствуете, когда он приближается. Кстати, не исключено, что вы друг друга во снах видите. Во снах, причем сны могут быть абсолютно разные, но они все эмоционально разукрашены идут. Ну, вы хорошая пара, вы не просто так встретились. Здесь по воле высших сил вы притянулись. Прям притянулись. Да, вы разные, вы друг на друга не похожие. Но вы друг другу идеально подходящие. Вот так мне идет. Идеально подходите. Как родные души. Может быть, с прошлых воплощений вы друг друга знали. Может быть, какие-то жизни совместно проживали. То есть есть какое-то родство между вами. Так, по поводу мужчины. Я должна вас предупредить. Этот мужчина, он, знаете, такой патриархально настроенный. То есть у него, ну вот так исторически сложилось, может быть, с детства отложилось, может быть, в процессе жизни он это выработал, что вот, дескать, я мужик, значит, я должен не только на себя все брать, да, там, обеспечивать, решать, делать, нести, но и должен как командовать. Для него очень важно, чтобы женщина его слушалась. Это вам такой, знаете, как подсказочка, советик-подсказочка, что когда вы с ним начнете более плотно общаться, чтобы вы ему немножко там подыграли. Но при этом я вижу, что вы женщина, которая живет только лишь по своим правилам. Вы уже свое, как говорится, подчинялись, да, вы больше не хотите. У вас есть своя голова на плечах, и вы живете так, как вам комфортно, как вам удобно. Девчонки, чтобы не было на первых этапах ваших отношений каких-то проблем, просто ему подыграете. Подыграете, все будет классно. Вы его переделаете, вы его перевоспитаете. Он и сам этого не заметит. И, кстати, будет очень рад вашему, как говорится, воспитанию. Вот. Не обращайте внимания, не зацикливайтесь на том, что он там прям громогласный, что он там о себе такое говорит, либо за вас что-то пытается решать. Пусть делает, да, придет время, и вы все это перенастроите. И будете молодец, будете себя хвалить. Так, еще. Мужчина очень амбициозный здесь, очень амбициозный. Для него очень важно не просто, чтобы его хвалили, а действительно вот получать какой-то конкретный результат. Вот. Ради этого результата он может даже немножко, знаете, как в трудоголизм погружаться, да? То есть забывать там о семье, о себе, о еде, о любви, и вот уходить с головой, нырять в эту работу, чтобы какого-то результата добиться. С одной стороны, это и неплохо, но нужно иметь тоже как бы выдержку, терпение и такт, девочки, вот чтобы вы тоже это понимали. Если вы говорите, не, мне нужен мужик, который будет 24/7 сидеть у меня у ног и как этот котенок смотреть мне в глаза, ну тогда это не ваш вариантик, тогда вам сложно с ним придется. Будут такие моменты, когда он будет прям погружаться в работу. Но для него это важно. Это часть его существования, это часть его развития. Без этого он может чахнуть. Вот без работы, без активности, может быть, спорт, да, у кого-то спортом мужчина занимается. Если у него этого не будет, он будет чахнуть. Так, в принципе, хорошая вы пара, хорошая. Видите, в будущем между вами огромный букет. Но по букету это радость, это праздник, это подарки, это признание, это любовь. Это даже страсть, да, это наслаждение друг другом. Букет не у вас, не у него, он ровно между вами. Так, когда же он к вам проявится? Для того, чтобы он к вам проявился, здесь есть условия. Я вам уже его сказала, да? Разберитесь с этим глазом. У кого-то в прямом смысле слова под боком сидит такая, знаете, черная ворона, которая каркает постоянно про вас почем зря. А у кого-то отыграется, что вас еще и при этом глазят. На вас глаз есть. И его нужно тоже с себя снять. Вот обратитесь к человеку, например, который отливает. Очень хорошо отливки снимают с глаз, причем быстро. Но только человек должен быть стоящий, который действительно умеет это делать. Не доверяйтесь онлайн-отливкам. Это, знаете,
Ну, такое 7-8, да. Если хотите прям быстро и эффективно, то лучше делать лично, так, чтобы отливали над вашей головой. Тогда, может, пару сеансов, там 2-3, и все просто будет идеально. Выльется этот глаз, он уйдет, вы прям это почувствуете. Даже почувствуете в процессе, когда вас будут отливать. А онлайн-отливки, ну, там, во-первых, много сеансов потребуется. Во-вторых, еще заморочиться придется, чтобы человека найти, который это сделает. Вот. Лично, лучше лично, конечно. Так, ну и мужчина к вам проявится. Я вижу праздник, причем праздник очень похож на 8 марта, если честно. 8 марта, либо какой-то праздник вот с весной связан, да, либо весной происходящий. Вы там в календарике посмотрите. Я знаю, что смотрят меня девочки из разных стран, да, в каких-то странах, возможно, 8 марта и не празднуют. Это весенний именно праздник. Может быть, он национальный, может быть, он религиозный, да, вот какой-то праздник идет. И именно в этот праздник вы прям вот так, понимаете, и сойдетесь. Здесь как сама судьба говорит: все, часики тикают, пора, ребятки, давайте сходитесь, признавайтесь друг другу, да, открывайтесь перед друг другом. Очень, кстати, это будет, ну, как-то, знаете, как в тумане, и для вас, и для него. Потому что и вы со своей стороны переживаете, и он очень сильно вас боится своих чувств, своих эмоций. Ну, вот как бы сойдетесь. Весна. Мне идет весна и какой-то весенний праздник. У кого-то прям точно могу сказать 8 марта, а у кого-то другой весенний праздник, который вас вот прям как столкнет. И, говорится, деваться некуда, надо друг другу признаваться, открываться и любить друг друга, создавать отношения. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.